1 ноября автолюбителям придется привыкать к новым правилам, вернее, к изменениям в них. Вводится обязательная маркировка шин для отслеживания и исключения фальсификата, электронные извещения ДТП и кардинальное перерождение бумажных ПТС. Как после этого изменится жизнь водителей, попытался понять Михаил Алипченков. Любые изменения в нормативные документы, регламентирующие жизнь автолюбителей, у нас уже принято воспринимать в штыки. И неважно, призваны ли они придать дорожному движению большую безопасность, привычнее жить и двигаться по дорогам так, как это было прежде. И зачем что-либо менять? Вот, например, к изменениям традиционного паспорта транспортного средства готовы не все. Я человек старого уклада, так что мне Вам проще с бумажным? проще с бумажным, да. Не знаю. Такая же ситуация и с электронной фиксацией ДТП. Она, что называется, назрела. Только вот сами страховщики к нововведению относятся с опаской, сетуя на то, что система заработает еще не скоро. Хотя водители рассчитывают на успех новой программы и с нетерпением ее ждут. Поддерживаю в чем? В том, что это будет все намного оперативней, быстрее. То, что можно будет оперативно сделать фотографии, отправить через приложение, привязав место ДТП геолокацией, время ДТП. Любая сторона из водителей эту информацию уже изменить не сможет. Меж тем, изменения грядут не самые масштабные, но нужные. По крайней мере, так считают их разработчики. Шины прежде никто не маркировал, а зря. Автоэксперты утверждают, что помеченными они будут учтены в общей базе шин, где отслеживаются все данные о движении товара. Это, конечно же, исключит контрафакт, а значит и количество нелегальных товаров на прилавках страны. Почти 6 тонн контрафактных шин для большегрузных автомобилей задержаны таможенниками в Новороссийском морском порту. Груз сомнительного качества прибыл в Россию из Китая в 4 контейнерах. Уже при первом осмотре специалисты обнаружили признаки грубой подделки. Владельцам большегрузов, даже если это физические лица, придется оснастить своих кормильцев тахографами, чтобы обеспечить безопасность водителю, контролируя его режим труда, отдых и скорость движения. Без внимания не остались и автобусы. Физические лица, владеющие автобусами свыше 5 тонн, также должны это сделать. Если водителя, собственника автобуса вот такого останавливают сотрудники ГИБДД, и у него не будет тахографа исправного в салоне автобуса, то данный водитель будет привлечен к административной ответственности в виде административного штрафа от 3 до 5 тысяч рублей. Новшества вступят в силу уже через считанные дни, но чтобы они ужились и стали действительно нормой, потребуется некоторое время. Михаил Алипченков, Олег Костромин, Иван Богомолов, Юрган Сыктывкар.